В этом году до начала летнего сезона Новоафонскую пещеру уже посетили более 20 тысяч человек, а майские праздники не дали ожидаемых результатов. По сравнению с прошлым годом изменения небольшие. Если в прошлом году с 1 января по май зашли около 40 тысяч человек с лишним, то в этом году 39 тысяч. В майские праздники ожидалось больше, но, к сожалению, не вышло выйти на тот уровень, что и в прошлом году. Перед началом летнего сезона каждый год в пещере проводят профилактические работы. Проверяют все, от состояния электропоезда до дорожек, по которым ходят туристы. В этом году дирекция планирует установить камеры видеонаблюдения в самой пещере. Частично камеры уже установлены. На данный момент ведутся работы по замене перил. По замене перил ставим более качественные, из нержавейки, потому что приходилось старые постоянно красить каждый сезон. И вот сейчас постепенно меняем. Также работаем со светом, меняем подсветки, где-то добавляем свет, где-то цветную подсветку делаем. Пока пробные смотрим и так. Но работы ведутся постоянно. В период затяжных дождей Новоафонская пещера особенно красива. Вода, скапливаясь на поверхности, через тысячи щелей проникает под землю и обрушивается со сводов десятками водопадов. Это естественный процесс весной, таяние ледников и в основном связано с обильными ливнями. Уровень воды в озерах поднимается, это непосредственно первые 3 зала. Там, где озера, и вода поднимается, но это безопасно, потому что в каждом зале есть водоотводные штольни, и вода по ним уходит. В межсезонье Новый Афон всегда привлекал туристов со всего мира. Курортный сезон одним из самых посещаемых объектов в республике становится знаменитая на весь мир Новоафонская пещера. Очередь у кассы, а дальше прямая дорога в неизведанный подземный мир. Через чеканные ворота туристы выходят на станцию, напоминающую станцию метро. Она богато отделана гранитом и мрамором. На стенах висят цветные панно на сказочные сюжеты. Это своеобразные ворота в подземное царство, с которого и начинается путешествие в подземный мир. Попасть в этот мир можно на недавно приобретенном комфортабельном электропоезде. Также более месяца назад здесь появилась совершенно новая уникальная техника. Теперь попасть в пещеру можно только через электронные проходы. В связи с работами мы до 10 числа у нас 2 дня выходных. И с 10 числа, 10 июня по 1 октября уже будем работать каждый день. Как отметил заместитель директора Новоафонской пещеры Дамир Смыр, впереди у руководства большие планы по ремонту административного здания и прилегающей территории. До начала летнего сезона осталось совсем немного времени. Этот уникальный по своей природе объект готов принимать и радовать туристов со всего мира. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.